Сегодня незаконно возбужденными уголовными делами и задержаниями, да и вообще беспределом в стране никого не удивишь. Удивительным остается только одно – почему до сих пор в нашем независимом государстве не работают законы? Одни откупаются, другие запугивают, а третьи только богатеют на чужой беде. Президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно говорил о том, что необходимо привлекать инвесторов, что для развития страны у нас должен быть благоприятный инвестиционный климат. Но как быть инвесторам, которые уже работают на территории нашей страны, а их бизнес обворовывается руками наших правоохранительных органов? Минимальное вмешательство государственных структур в дела бизнеса и создание условий и стимулирования малого и среднего бизнеса. Мы хотим создать инвестиционный оазис для наших отечественных и иностранных предпринимателей и создать им равные условия. С 28 января текущего года в СИЗО номер 1 содержится гражданин Российской Федерации Фищенко Сергей Викторович по обвинению Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, но суть обвинения непонятна ни подозреваемому, ни его адвокатам. А вообще в чем вас обвиняют? Вот это очень я не могу понять, бумаги я смотрела. Вот это очень интересный вопрос. Именно этот вопрос я сейчас задам прокурору, который сейчас в процессе, если судья не возьмет отход. И вы сами своими ушами услышите, что отвечает прокурор. Потому что по бумагам я смотрела, Росинбанк не имеет к вам претензий. Абсолютно верно. А за что тогда закрыли? Вот у меня просто один вопрос. За что? За то, что я защищаю собственность двух граждан Киргизии. Вот за это я не мешаю. Я увидела в постановлении то, что вы намеревались, но абсолютно верно. Намерение и действие это две другие вещи. Это абсолютно разные вещи. Вот я сейчас задам несколько вопросов прокурору именно по части моих намерений. Вы своими, опять же, ушами услышите, что он ответит в ответ. Я вам сразу скажу, что ничего. То есть он скажет, что ему надо посмотреть материалы. Не было ли намеков? Я предоставляю. Намеков, чтобы вы отказались от своих акций? Как не было? То есть впрямую адвокат, по-моему, Жанаев Тимур, это адвокат противоположной стороны, он впрямую ходит и говорит всем, без исключения моим адвокатам, отдайте нам долю актива, мы вас выпустим. Дело в том, что вот для того, чтобы показать давление на вот двух, на Куланбекова и на Базбаева, значит, следствие то же самое, с тем же самым прокурором. Они выдвинули еще, в отношении меня нелепые, а в отношении вот еще троих лиц, еще более нелепые, если можно так выразиться, обвинения. И по этим обвинениям их уже заочно арестовали. Но вся вина их заключается в том, что они являются сыновьями Базбаевой и Куланбекова. То есть они хотят закрыть сыновей, чтобы оказать давление на престарелых родителей. 18 марта, на момент продления срока содержания подозреваемого в СИЗО номер 1, у адвокатов Фищенко на руках было решение Октябрьского районного суда о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования по последственности в МВД. Но несмотря на это, следователь Артур Сабиров ходатайствовал о продлении содержания в СИЗО, и судья Первомайского района Боронбаев удовлетворил его ходатайство до 10 апреля 2019 года. Фищенко и его адвокаты возмущены действиями ГСБЭП, а в частности действиями Артура Сабирова, который за период содержания им подозреваемого в СИЗО он не провел с его участием ни одного следственного мероприятия, а с 1 марта 2019 года любые его действия считаются незаконными. А почему он тогда за решеткой? Мы тоже дико удивлены, почему так происходит. Поэтому конечно, мы со стороны защиты принимаем все предусмотренные законом меры. Мы обращаемся. На имя президента это уже 7-е обращение, то, что мы написали. Помимо этого, несколько жалоб было на действия следователя об отводе. И я сейчас на заседании тоже скажу об этом. Отвод следователю по УПК он рассматривается незамедлительно. То есть с момента подачи этот отвод 1,5 месяца рассматривался. Вот у нас есть доказательства полностью. Мы вчера только получили, и то после того, как неоднократно просили дать нам ответ.
Через 1,5 месяца мы отвод. А тот, который мы в Генеральную прокуратуру заявили, он еще до сих пор мы не получили ответ. Сейчас вот, очень большие здесь нарушения, грубейшие нарушения требований УПК. Поэтому сейчас мы полностью эти тоже анализируем, подаем в суд тоже о незаконности действий как следователя, так и Генеральной прокуратуры. И дальше будем добиваться, как говорится, вынесения законных решений. Анастасия Пискур, пресс-секретарь финансовой полиции, ответила шаблоном на наши вопросы. Но и она не поняла, почему по гражданскому делу возбудили уголовное. Допустим, за долговые обязательства человека не сажают и дело не возбуждают. Почему-то мне кажется, что это не сходится. Как по гражданскому делу могли возбудить уголовное дело. И тем более по такой тяжкой статье мошенничества. Так, этот вопрос у него не было. Ну вот сейчас уже по этим. Так, давайте сейчас этот. Анастасия Пискур призналась, что не понимает действия следователя Сабирова, но она упомянула, что он независимое процессуальное лицо, и за каждое свое действие он несет уголовную ответственность. Кажется, что суть обвинения Сергея Фищенко понятен только истцам, которые выступили на пресс-конференции и в открытую обвинили гражданина России в преступлении, назвав его мошенником, а полученные кредитные средства использовались для взяток. Почему сразу Фищенко называют мошенником, хотя сейчас нету судебного решения о том, что на самом деле он мошенник. Сейчас он только является, у него процессуальный статус как подозреваемого. Подозреваемый, да. А почему здесь указывают, что он уже мошенник? Ну, это наше мнение, да, это мнение следствия. А там уже, я думаю, что и приговор как бы суда за ним последует. Потому что у нас есть официально, вот я почему говорил, материалы, что он эти деньги сам лично получил и не отчитался. Он их получил еще в 2014 году. А сейчас, слава богу, 2019 год. Ваша вот цель? Наша цель – нам деньги верните, либо верните залог. Все. Если же, вот, допустим, в таком же ракурсе будет идти, мы будем по закону. Вот сейчас дело возбуждено, будем по закону. Залог вы не получили, да? Да, ничего не получили, абсолютно. Если вы, вот почему они и преподносят, что они вот, я вам скажу, знаете как? Я, когда их слушал, выступала, не знаю, как Мария Фищенко или Мария Истом, она говорит, мы, говорит, с ними рассчитались, говорит, вот как бы так легко. Документы покажите. Они говорят, вот ссылаются, говорят, сейчас, говорит, Росбанк нам претензий не имеет. Дочь Сергея Фищенко, Мария Истомина, адвокаты и учредители фирмы ОСО-АКИФ неоднократно обращались к президенту Сооронбай Джейнбекову, в Генеральную прокуратуру, в ГКНБ и в посольство Российской Федерации. Но нигде они не смогли получить помощь и поддержку. Для того, чтобы узнать, принимает ли российская сторона какие-либо действия по защите своего гражданина, мы обратились в посольство. Советник посла господин Харченко сообщил, что они ведут переписки с нашими фискальными органами. Они готовятся к приезду Владимира Путина и очень заняты организационными вопросами и не могут дать нам интервью. Просто следователь Сабиров понимает, что действительно никакого ущерба банку нет. Ему надо же что-то написать. Поэтому он написал о том, что это преступление было прервано на стадии покушения. То есть ему имеет покушение на мошенничество. Вроде как он пытался завладеть 4 года, но не завладел. Так почему он не завладел? Потому что была уступка прав требований от Росинбанку к Альфа-Бесту. Так как уступка прав требований могла повлиять на завладение чужим имуществом? Каждое судебное заседание мой отец обращается к прокурору, к следователю. Разъясните мне суть обвинения. Суть обвинения непонятна. Но и прокурор, и следователь говорит, читайте, все понятно. Хотя на самом деле это их обязанность разъяснять, в чем человек обвиняется. Мария, в надежде на справедливое решение суда и помощь посольства Российской Федерации в защите своего отца Сергея Фищенко, обратилась с просьбой о помощи к послу Николаю Удовиченко и к президенту Сооронбай Джейнбекову как гаранту Конституции. Уважаемый Николай Николаевич, обращаюсь к вам лично в защиту интересов своего отца, гражданина Российской Федерации Фищенко Сергея Викторовича, который незаконно подвергнут уголовному преследованию на территории Кыргызской Республики и уже 2-й месяц находится в СИЗО в городе Бишкек.
он находится, он обвинен совершенно несправедливо, в каких-то совершенно нелепых обвинениях. Я уже писала обращение в посольство, оставляла обращение через адвокатов в консульскую службу Российской Федерации. Но до настоящего времени я не вижу, чтобы со стороны Российской Федерации предпринимались хоть какие-то действия. Я прошу вас все-таки изучить те документы, которые мы представили и приложили к нашим обращениям, и обеспечить соблюдение законных прав гражданина Российской Федерации. Уважаемый Сооронбай Шарипович, я искренне прошу вас взять под свой личный контроль расследование уголовных дел в отношении моего отца, гражданина Российской Федерации Фищенко Сергея Викторовича, а также генерального директора ОСО фирма «Акиф» Кочебекова Жаныбека и сыновей учредителей ОСО фирма «Акиф» Турманбетова Эрмека и Куватбекова Рустема для обеспечения законности и соблюдения конституционных прав человека и гражданина на территории Кыргызской Республики. Я вижу, что со стороны финансовой полиции при правительстве Кыргызской Республики, со стороны Генеральной прокуратуры допускаются многочисленные нарушения конституционных прав человека и гражданина. Я искренне надеюсь на то, что вы, как гарант Конституции, обеспечите соблюдение законности по данным уголовным делам. Я искренне прошу обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение данных уголовных дел. Очень надеюсь на вашу помощь. На момент нашего журналистского расследования сотрудники ГСБ задержали Рустема Куватбекова по совершенно нелепому обвинению. Напомним, что по решению Октябрьского районного суда, а позже городского суда, дело Сергея Фищенко направили по последственности в МВД, но Генеральная прокуратура вновь передала дело в финансовую полицию, к тому же следователю Сабирову. Нам все-таки удалось поймать Сабирова и попросить ответить на наши вопросы. Почему вы так держитесь за это дело? Я за это дело не держусь, производство следствия поручено. А почему вы это дело не можете передать другому следователю? Передача уголовных дел, еще раз говорю, не входит в полномочия следователя. Полномочия следователя определены статьей 35 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Можете ознакомиться. Там нет такого полномочия. В моем производстве находятся все уголовные дела, связанные с деятельностью ОСО-Акиф. Уголовное дело, которое по подозрению Фищенко подлежит соединению с другими уголовными делами. Здесь За неисполнение кредитного договора? Вы сейчас высказываете свое мнение касательно услышанного. Увиденного, прочитанного. Да. Потерпевшим, представителям, подозреваемым по окончанию производства следствия будет предоставлено право ознакомления с материалами уголовного дела, с которыми они на сегодняшний день не имеют права ознакомливаться, на которых основывается следствие при даче юридической оценки. В связи с чем все потом, когда уголовное дело, если будет окончено, Генеральная прокуратура, если будет принято процессуальное решение о утверждении обвинительного акта, в дальнейшем судебный процесс по установке председательства может быть открытым. Судья Первомайского района Боронбаев принял решение заключить под стражу Рустема Куватбекова. Как объяснили адвокаты, Куватбекова обвиняют в том, что он не выплачивает кредит. Боронбаев отказался отвечать на наши вопросы, закрывшись в служебном кабинете, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Почему закрыли по гражданскому делу возбудили уголовное дело? У нас есть... Завтра будет. А вот сейчас, вам не кажется странным? Ничего странного. Сабиров оказывал на вас давление? Сабиров косвенно оказывал на меня давление, говоря о том, что говоря правду, которую мы отстаиваем, которую я отстаиваю, что на этой правде я уеду далеко, как он выразился, это совершенно не будет в твою пользу. И тем самым, я понял, он предлагал
значит, это как-то поменять показания, а фактически как бы поменять показания против самого же себя. Получается такая ситуация. Исходя из фабулы уведомления о подозрении, Кузикеева признали потерпевшим, а Кузикеев это кредитор, обеспеченный залогом. То есть у него есть залоговое имущество, тот же Акиев, те же квартиры, в том числе, кстати, и Рустама Кулатбекова. Вот. Соответственно, более того, вам скажу, в данный момент он подал исковое заявление в Межрайонный суд города Бишкек и взыскивает эту задолженность в установленном законом порядке путем обращения взыскания на заложенное имущество. То есть одновременно с этим, получается, сейчас людей обвинили в том, что они не исполняют договорное обязательство перед Кузикеевым. У нас Конституция четко определила, государство дает гарантию всем гражданам. Никто, в статье 20-24, никто не может быть лишен свободы за неисполнение договорного обязательства. К сожалению, на деле вы видите обратную ситуацию. Да, на Конституцию никто не смотрит, Конституция наша, к сожалению, не работает. Сейчас Рустем говорит о том, что вы оказывали на него давление. Вот почему? Потому нам кажется, что вы держите за это дело. Невооруженным взглядом видно, что фирму Акиев всеми путями собираются отнять у законных владельцев. Это и называется рейдерским захватом. Но пока неизвестно, кто из высокопоставленных чиновников стоит за всем этим нелепым беззаконием. Сегодня, 4 апреля текущего года, была избрана мера пресечения для Рустема Кулатбекова, который является сыном учредителя фирмы ОСО «Акиев». Ему вынесли нелепое обвинение в том, что он не выплачивает денежные средства. Получается так, что человек, получив кредит в банке, может стать участником уголовного дела, потому что он его не смог выплатить. Хотя Конституция и закон гласит о том, что за долговые обязательства нет уголовной ответственности. Мы понимаем так, что рейдеры сейчас на данный момент действуют руками наших госорганов, которые взяли в заложники учредителей фирмы ОСО «Акиев» Фищенко Сергея Викторовича, который является гражданином Российской Федерации, и его родственника Рустема Кулатбекова. Сейчас они находятся в СИЗО номер 1. Для Фищенко избрали меру пресечения до 21 апреля текущего года, а для Рустема Кулатбекова до 18 мая текущего года. Нам хотелось бы еще напомнить о том, что Росинбанк, кто выдавал кредит в размере $3 миллионов, не имеет претензий к своим кредиторам. Во время избрания меры пресечения в зале суда присутствовала председатель общественного объединения Кыргызстана Ялдары, которая возмущена действиями наших госорганов. Ооба, бул рейдерлердин, ачык эле рейдерлердин жолу болот, колу болуп атат, изи болуп атат. Мына Ош базарында кийим сатуу, Берекет Грант өрттөнбөдү эле. Ал эмне себептен өрттөндү? Ал деле рейдерлик бийликтин рейдерлик захваты болгон. Азыр дагы эт базарын бийлик менен рейдерлик жол менен алып коюу болуп атат. Жөнөкөй болбосо банкка акча төлөбөй коюшу мүмкүн деген менен мүмкүн экен деп туруп ким камап койчу эле? Кайсы мыйзам бар? Же жаңы мыйзам чыктыбы Конституцияда? Ушул эртеңки күнү кылмыш кылат, камап коюгула деген. Анда жогорку кеңеште отурган депутаттардын бардыгы эртең бардыгы элди алдап кетет, камап салгыла бардыгын. Беспредел начинается тогда, когда законы перестают работать. Нет ничего хуже узаконенного беззакония. Своими незаконными действиями ГСБ порождает недоверие не только к своей структуре, но и к правительству в целом. Складывается такое впечатление, что финансовая полиция, как рука рейдеров, которая лезет в чужой карман, не это ли называется беспределом? Хотелось бы сказать, что, выполняя заказ, каждый должен помнить о том, что правление каждого правителя временное, и это время тоже пройдет.